На стыке духовного и светского фотохудожник Анжелика Штепа готовит новый проект «Соль души». Он посвящен истории Крестово-Воздвиженского Кылтовского женского монастыря. В своих работах автор планирует отобразить свое художественное видение монашества в фотоинсталляциях. Это будет серия портретов, которые в апреле сыктывкарцы и гости столицы увидят в Центре культурных инициатив «Югор». Одной из первых увидела часть работ Елена Кононова. Весь день Анжелика Штепа не выпускает фотоаппарат из рук. Глаза горят. Еще бы, ведь к этому фотохудожник шла целых 10 лет. Впервые идея проекта девушке пришла в 2012-м. Но тогда попытки договориться и провести съемки в монастыре не увенчались успехом. И Анжелика стала терпеливо ждать. За это время изучила тему, прочитала немало книг про монашество. И вот ее час настал. Ей предложили сделать для музея монастыря портреты монахинь. Главной целью своего творчества, своего творческого пути я ставлю изучение любви. И каждой своей съемкой, каждым своим проектом я помогаю себе идти по этому пути к изучению, исследованию любви, такого явления. И уже давно я хотела познакомиться с теми людьми, которые отказались от мирской жизни и отдали себя служению Богу. Для Анжелики главное через фотопортреты показать непростую судьбу первой в коме женской обители с самого начала ее зарождения, когда по преданию пустынник Василий Пестерев на месте монастыря в XVIII веке поставил большой деревянный крест. После его смерти крест, излучавший свет, нашли заблудившиеся путники. До революции он хранился в церкви Стефана Пермского. Когда монастырь разрушали, крест разграбили, он был очень богато украшен, потому что есть такая православная традиция. Люди приносят дар что-то, когда получают исцеление. Вот, он был очень богато украшен. Но когда монастырь упразднили, разоряли, все это разграбили, конечно, увезли на 6 подводах, увозили вот эти все драгоценности. А крест выбросили. Это был 1918 год. Монахини разогнали, судили. Одних расстреляли, других сослали в Соловки. Община из 8 матушек устроилась в Половниках. Их возглавила игуменья Ермогена. В 1965 году, за месяц до ее смерти, к ней по реке против течения приплыл тот самый крест из разоренного монастыря. И матушка попросила поставить его на своей могиле до времени. Спустя 30 лет святыня вернулась в родную обитель, когда группа монахинь начала восстанавливать те руины, которые оставила после себя советская власть. А это словно вернулись те, кто нес Божье Слово в Кылтовском монастыре еще до революции. Образы ожили на стене храма благодаря проектору. Поиски идеи вдохнуть жизнь, свет в монастырь, показать, что здесь не только жизнь, но и свет. Мы подобрали как раз-таки такой видеоряд, чтобы вот этот перформанс был не только видео, но и светом сопровожден. Звук дополнили, конечно же, монахини, которые исполнили песню. И это было, по сути, все виды творчества, воплощения какой-то идеи, которые слились в картинку, которую мы сегодня видели. «Соль души» – так назвала свой проект Анжелика Штепа не случайно. Кылтовский монастырь был основан благодаря владельцу Сереговского солеваренного завода Афанасию Булычеву. Он пожертвовал и землю, и средства на строительство. А еще солью земли называют людей, которые бескорыстно делают все, чтобы жизнь наша стала лучше. Елена Кононова, Владимир Кривцон, телеканал «Юрган», Ешпогосский район.